Любишь ли ты Аллаха? Скучаешь ли ты по Нему? Мы устали от этого мира. Покупки, продажи, рынки, жены, дети, мужья, все эти проблемы. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, хотел лишь одного – быть вместе с Аллахом. Он скучал по Аллаху и любил Его, свят Он и велик. Любишь ли ты Аллаха? Еще одно чувство, которое должно проходить через наше сердце, братья и сестры, это любовь к Аллаху. Мы не должны поклоняться Аллаху, свят Он и велик, только из-за страха к Нему, из-за Его могущества и славы. Нет. Но также из-за того, что мы любим Его. А любите ли вы Аллаха? Скучаете ли вы по Нему? Разве вы не проявляете любовь в вашей мирской жизни? Аллаху Акбар. Когда вы скучаете по своему другу, вы берете трубку и звоните ему. Он спрашивает, почему вы звоните? Вы же говорите, я просто соскучился, мы так давно не виделись. Давай сходим куда-нибудь. Субханаллах. Мы всегда проявляем это чувство. Чувство любви, когда имеем дело с людьми. Любовь существует также между мужчиной и женщиной. Между мужем и женой. Мы имеем в виду исламскую среду. Например, парень за границей долго не видел свою жену. Он берет телефон и звонит ей. Без какой-либо неловкости или стеснения он звонит жене и по-настоящему наслаждается разговором с ней. Он не ждет, пока закончится время разговора. Хотя бы теоретически. То есть он хочет. Ну вы понимаете, обычно жены очень рады такому общению по телефону. Просят, чтобы вы звонили почаще. Мы наслаждаемся разговором. Почему же в общении с Аллахом у нас нет этого чувства? Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: Билял, провозгласи азан. Мы устали от всей этой мирской суеты. Покупки, продажи, рынки, жены, дети, мужья, все эти проблемы и беспокойства. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, хотел быть вместе с Аллахом. Он скучал по Аллаху, свят Он и велик, и любил Его, а сподвижники учились у Него. Они впитывали в себя любовь посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к их Господу. Я расскажу вам историю Абдуллы ибн Амра. Да будет доволен ими обоими Аллах. Это был молодой парень, как многие из молодых людей, которые сидят здесь, маша Аллах. Согласно преданию, разница в возрасте между Абдуллой ибн Амром и его отцом была всего лишь 11 лет. Я знаю, это звучит странно, но в то время это было нормой. Его отцу, Амру бин Алясу, было всего 11 лет, когда родился Абдулла ибн Амр. И так между ними и отцом была разница всего в 11 лет. И можно догадаться, что они были очень близки друг к другу. Абдулла ибн Амр, да будет доволен им Аллах, рос абидом. Постоянно поклонялся Аллаху. В самом строгом смысле этого слова. Каждый день он держал пост и выстаивал ночные молитвы. Он мог молиться всю ночь напролет. Он постоянно поминал Аллаха, изучал науки, призывал к исламу. Что бы вам ни пришло в голову из поклонения, он делал это. Он был одним из юношей, которые посвятили себя Аллаху. Настолько, что его отцу пришлось заставить его жениться. Он постоянно говорил ему: женись, надо жениться. И он не женился не потому, что его отвлекала работа или он думал о запретном. Нет. Просто он полностью посвятил себя Аллаху. И у него не было времени даже думать об этом. Субханаллах. Сейчас уже таких не встретишь в наше время. Итак, Абдуллу ибн Амра заставили жениться. Аллаху Акбар. Я хочу, чтобы вы представили себе чувства, которые переполняют молодого парня в его первую брачную ночь. О чем бы вы думали? Наша молодежь смеется, я вижу это. Ваша первая брачная ночь, вы понимаете, о чем я говорю, да? Не то, чтобы он раньше видел ее и встретился спустя 10 лет. Нет, он вообще в первый раз видит ее. Возможно, он впервые видит девушку вообще в Медине. Не подумайте ничего такого, они были настоящими мужчинами. Страсти переполняли их, и в них кипели желания. И вот в свою первую супружескую ночь Абдулла ибн Амр обращается к своей молодой жене, Аллаху Акбар. Он говорит: прошу тебя, позволь мне совершить молитву в 2 раката. Даже в такой момент он думает об Аллахе. Если бы люди, такие как я, например, совершали ночную молитву в свою первую брачную ночь, то от волнения они бы, наверное, сделали 3 или 5 ракатов вместо 4. В такой момент просто не можешь полноценно думать о чем-либо. Абдулла же ибн Амр в это время вспоминает об Аллахе. Он сосредоточен на Аллахе, свят Он и велик. Субханаллах. В такой эмоциональный момент он просит: прошу тебя, позволь мне помолиться. Разве я могу провести ночь, не помолившись Аллаху? Он начинает молиться и взлетает. Он забывает про свою невесту, которая нарядилась для него. Он все молится и молится, пока не прозвучал азан на утреннюю молитву. Он забыл свою жену в первую брачную ночь, а потом наступает фаджр. И вот наступило время фаджра, а ведь он не собирается пропускать свой пост из-за своей женитьбы. Ни за что. Он говорит жене: извини, отложим до завтра, иншаллах. На следующий день происходит то же самое. Позволь мне помолиться 2 раката. И он снова забывает. На 3-й день опять то же самое. 3 дня прошло с момента женитьбы. Жена здесь, он там, ничего не происходит. Субханаллах, его отец Амру бин Аляс
приходит к нему, желая увидеть свою невестку. Спрашивает у нее: ну как мой сын Абдулла? Она говорит: Аллаху Акбар, какого прекрасного мужчину вы вырастили. Но я не знаю, как он. Вы лучше знаете своего сына, а я до сих пор жду его в постели. Амру бин Аляс хватает своего сына за воротник одежды и ведет к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Приходит и говорит: о посланник Аллаха, поговори с ним, я уже не знаю, что с ним делать. И Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: нет, постись через день, не надо выстаивать молитву всю ночь напролет. Часть ночи ты спишь, а оставшуюся часть молишься. У твоей жены есть право на тебя. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, привел его жизнь в равновесие. Но теперь забудем про саму историю. Посмотрите, какими они были. Мужчина забывал про свою жену из-за молитвы. Вы когда-нибудь забывали что-нибудь из-за молитвы? Что-нибудь в своей жизни вы забывали из-за молитвы? Нет. Вот забыть про молитву, да, это было. Я имею в виду не сделанный поясной, земной поклоны, 1 или 2 раката. Но забывали ли вы что-нибудь из-за молитвы? Если да, то очень и очень редко. Итак, братья и сестры, все дело в любви. Если я люблю Аллаха, то воспринимаю молитву как прекрасную возможность обратиться к Аллаху Святу на Велик. Понять, осознать это. Сколько осталось времени? Аллаху Акбар. Субханаллах, это чувство. Чувство любви должно проходить через наше сердце.